Свое первое стихотворение я написала в 6 классе, участвуя в конкурсе «Созвездие-2011». Это было стихотворение, посвященное нашей столице, Грозному. И с этим стихотворением я выступила и заняла первое место в конкурсе. Меня больше всего интересует поэзия Блока как символиста, потому что, работая в направлении символизма, поэт, в частности, он может посредством символа, тайны, загадок вложить некий смысл в свое стихотворение, и это добавляет некую таинственную красоту и эстетику стихотворения. В моих стихотворениях, если спросить меня как автора, затрагиваются в основном вопросы философские, как наиболее важно. Это может быть вопрос о смысле жизни, вопрос, в чем кроется счастье для человека. И в частности, это внутренний мир человека, каким я вижу свой внутренний мир и каким я вижу внутренний мир других людей. Среди всех своих стихотворений я выделю следующее, как наиболее подлежащее моей душе. Тому, кто не сумел понять твой мир, ты не расскажешь о своей вселенной, лишь потому, что не хватило сил показать то, что сокровенно. Да, несомненно, будешь помнить имя того, кто разглядел твою душевную красу, а тех, кто видел в этом лишь холодную пустыню. Ты просто урнишь на землю, как с травы росу. Хоть мир твой странен, хоть некому понять, как борешься ты с внутренним собой, ты вечно будешь для себя стихи писать среди ночи, когда на часах 01:00. В чеченской литературе мой глаз лежит на стихотворениях Сулейманова Ахмада, потому что здесь поднимаются темы, важные для каждого человека. Это может быть тема патриотизма или же вообще, что значит слово «онах». К примеру, столбик из его стихотворения. «Онах милву, имеллал цвех, хэттир ахсюек шуня ашвай, деррик дуньеду онах чунмех, хар дуньем, онах и белшаштядай». Когда ты что-то пишешь, на этой бумаге ты осознаешь, что это не просто скопище букв, ты осознаешь, что нужно дышать между строк, ожидать тишину многоточий. Все, что ты пишешь, отражается на твоей жизни, ведь это поэзия, это мелодия души, это мелодия твоей жизни. И в первую очередь это очень приятное занятие, поскольку то, что тебя волнует, то, что зажигает твой внутренний мир, ты переносишь на бумагу, и ты обретаешь некий покой, спокойствие, но не на долгое время. Однажды человек, который ни разу не прочитал мое стихотворение, просто нарицая сказал: «Хава, из тебя выйдет отличная, известная поэтесса». Признаться, мне хотелось верить, и я в это поверила. И я ему ответила, чтобы стать хорошей поэтессой, я должна тянуться к звездам. А этот человек мне сказал: ты не должна тянуться к звездам, ты сама должна стать звездой, дарить свет и теплоту.